Всем привет из Комы, привет от Олега. Вы находитесь на канале На природе в Коми. Ребят, я снова выехал в тайгу. Сегодня будет поездка на Буране. В сторону первой избы я еду. И, как сказать, будет ходовая охота на косачей. Немножко еще рано. Чуть-чуть надо подождать. Минут 20, наверное, еще. Думаю, рано я выехал. И птица еще на лунках. По пути я видел две куропатки вот здесь на повороте были. Недалеко от села еще, от Алексеевки, там из-под снега с лунки вылетела одна тетерка. Там тетерка была. Вот. С собой взял лыжи сегодня. У меня там в чехле оружие Север и, получается, рюкзак еще. Здесь разгрузить надо. Здесь у меня термос, еда. Это я оставлю на Буране. А налегке уже буду ходить на лыжах. Вот. Посмотрим, какая охота будет. Вам приятного просмотра. Сейчас еще мне надо две палки сломать и сделать двуногу для упора, для стрельбы. Вот такой прикид у меня сегодня. Ну, что возможно, замаскировался, конечно, жарко, тепло одет, но... шапку еще надо поменять, да, шапку надо поменять. Когда редко выезжаешь, не знаешь, во сколько они на деревья выходят. Но потихоньку буду сейчас ехать на снегоходе. Как увижу первую птицу, оставлю буран. И, наверное, даже, возможно, даже без лыж буду я ходить. Так как, знаете, вот я сейчас палку приготовил. Вон она палка. Много, так называемая, для стрельбы. Вот. И ходил он туда в лес. Вот там я еще ходил. В общем, я думаю, что пешком даже комфортнее будет ходить, чем на лыжах. Но здесь по лугам еще где, глубь тайги, заходить не стану. Еще минут 10 посижу и поеду. Буду потихоньку ехать и смотреть. Может, где-то увидим их. Уже несколько мест так проверил, вот как выезжаю на луга. Здесь нету нигде пока. Не видел ни одного. Хотя тут издалека можно увидеть. Что-то у меня холостые обороты. Не плавно работают. Я случайно заметил. Вон там сидят, сейчас я вам покажу на Panasonic. Штук 5 я их вижу. Дальше уже буду подходить пешком. Вон там где-то. Вон они. Сейчас подойдем. Чисто случайно их заметил. Вон они. Вон кормятся. 4-5. 5 штук вижу. 6, 7, 8, 9. Случайно заметил их. Случайно. Просто вот я тупо ехал, уже хотел включиться, чтобы вам поснимать. И вот там сверхушку там увидел. Бля. Мимо проедешь, не увидишь. Короче, лесом буду подходить. Хотя бы со 100 метров. Надо попробовать стрельнуть. Погода шикарная. Без ветра. Так, ладно. Не знаю, насколько шуганые они. Но штук десяток их есть тут. Так, погнали, ребят. Кругом пойду. Пойду кругом, подальше лучше обойду. И тут поближе их я еще увидел. Блядь. О, уже перелетают.
Насторожились уже. Чуть-чуть далековато. Но идти более-менее. Больше 100 метров тут, наверное. Хорошо вижу их. Твою мать, улетели что ли? Да нет пока. Сто 48 метров. Ой, далеко. Еще по чуть-чуть подойти. Хотя бы на 20 метров. Была не была. Насторожились совсем уже. Сейчас нормально. Все равно далеко еще. Нормально. Пока сидят. Попало. О, вот это круто, вон упал. 110 метров, ребят. 110 метров. Стая кто куда улетел. Один тудым, один на землю. Просто я не знаю. В общем, здорово. Надо забирать. 110 метров или 113, наверное, было. Ну что, ребят, первый выстрел. 113 метров было до цели. Где-то вот столько выше прицелился, на сантиметров 3-4 выше птицы я прицелился. Прям камнем упал. Пойдем поищем. Надеюсь, найдем. Самое главное это найти еще. Так, ориентир взять. Получается, вон на тех березах найдем, думаю. Если честно, никогда не мог подумать, что, о бля, вон еще один. Один разведчик еще сидит. Но он далеко. И он уже насторожился на все 100%. Как всегда, один остается
покажу вам. Вон он. Вон он сидит один. Черный. Это разведка. Чисто разведка сидит. Ладно, идем. Ох, улетел, бля. Хотел только посмотреть, сколько метров. Улетел, ребят. Не дождался. Ладно. Земля круглая, встретимся еще. Так. Самое главное не потерять ориентир. Вот там, на другом берегу он. Смотрите, как далеко. Самое главное тоже перейти речку. Вон там сосна. На берег как-то подняться и вглубь тайги еще вон там. Вот береза и следующая береза. Так. Ладно. Спускаться-то хорошо. Подниматься, блин. Наледи нету. Береза, вон та береза, она вон. Смотрите, какой подсад тут. Не пройти, блин. Так. Так. Вот сосна, о чем я говорил. Где-то, может, та береза. Вон перо. Увидел перо, ребят. Обнадеживает. 2 пера. Вроде на той березе. Если не путаю. Сразу, да? Ой. Так, не вижу. Там уже нет. Не могу найти, ребят. Так. Камнем же упал. Куда он упал, блин? Этот пухляк, когда падает, птица, блин, очень тяжело находить. Так. Ладно, сейчас. Что-то не понял пока. Толком пока не понял, где что. Смотрите, вот мои следы. Я пришел вот оттуда и увидел перо. А птица, смотрите, где лежит. Вон. Прям возле птицы прошел, смотрите. А вот перо, о чем я говорю. Вот, говорю, перо. Может, если пересмотреть, в кадре, наверное, эта птица была, лежала она. Потому что я так шел. Смотрел вон туда. Вот пересмотрите этот момент. Наверное, думаю, в кадр попал. Вон она. Ух ты, долгожданный. Долгожданный тетерев, блин. Вот это мощь. Вот это красавец. Давно не добывал. Очень хитрая птица. Страшно хитрая птица, блин. Получается, первоначально правильно я пришел к дереву. А вот потом из-за невнимательности, ну просто вот на глаза не попадает и проходишь.
Фу, вспотел, жесть. Эта стая вниз пошла, но она ниже первой избы будут. Но сперва я еще выше поднимусь. Проверим там. Можно, ребята, перекурить. 5 минут надо мне остыть. Запарился, честное слово. Нелегко дается эта хитрая птица. Косач. Очень хитрая. И просто сейчас в наше время редко когда возможно его добывать. Есть возможность добывать с гладкого ствола. Они за рекой сидели, я, просто шансов нету к ним подходить. Здесь, во-первых, чаще, а через речку, если переходишь, он уже улетает. Но, к сожалению, у меня нету такой возможности, штатива или еще. Но эту птицу, конечно же, можно было заснять на Panasonic, установить штатив. Но не хочу возиться с этим, ребят, поймите меня правильно. Пускай другие каналы стараются, делают, смотрите и поддерживайте все каналы, которые вот охотятся и вам еще, как сказать, видео снимают, чтобы вы посмотрели охоту. А я увидел, подошел, 113 метров было. Шанс был, выстрел, и вот, не знаю. Редко так, редко. Ладно, пойдем давайте дальше, поедем сперва. И если увидим, также будем подходить и не знаю, как получится. А сейчас один трофей у нас уже есть. Это уже добыча. С добычей нас. И начнем с малого. Давайте пойдем дальше. Ребята, увидел очередных птиц. Я иду к бурану. Вон там снегоход стоит. На другом берегу птицы сидят. Не знаю, что делать. Как лучше подходить к ним. Или на поворот на снегоходе ехать. Или здесь напрямую. Штук 5 их я вижу. 5 штук. Умеют они сесть куда не надо, блин. Такой островок. Кругом поле. Интересно сидят, конечно. Ребят, сейчас я покажу. Чтобы не подумали, что я вас обманываю. Вот они сидят. Вот. Штук 10 их там есть. Наверное, все-таки я поеду на поворот выше. На снегоходе оттуда ближе будет подойти. Здесь просто далеко до них. Через речку. Да, с поворота там, наверное, интереснее будет мне подходить. Шансов больше. Отсюда поле. Да. Я обойду их, с другой стороны попробуем. Отсюда даже основное их не видно. Вон там далеко одна штука сидит. Так, ладно. Кто кого перехитрит, ребят. Где кто кого перехитрит, тот. Посмотрим. Сейчас вниз пойду, наверное, по реке. Блядь, вообще не пойму, что-то. Что творится. Открыто или нет тут. Хрен пойми. Здесь надо мне подняться. И мы уже их увидим. Одного увидел. Да, сидят. Нормально. Там пройду. Сидят, ребят. Ветки мешают.
Кормятся хорошо. Ух ты! Запалился я, ребят. Тут еще один, оказывается, есть. Ай, бля. Расстояние не поймешь какое. Ай, бля. Хотя бы примерно узнать расстояние. То показывает. Ветки мешают. Улетают уже. Ветки мешают. Бля, выше пуля прошла, но она... Ой, неудачно. Но она выше пуля прошла. На скидку тут непонятно, бля, сколько метров. Короче, промазал. Не знаю, кого винить. Конечно же, себя. Хотя не спешил даже вам, хоть пытался что-нибудь дозаснять. Очки потеют, оптика потеет. Птица за ветками. Но он так, чуть-чуть, наверное, думаю, выше пуля пошла. Надо было под яблочко мне выстрелить. Я в туловище выстрелил, думал, здесь 80 метров. Нет, поближе, оказывается. Промазал. Не попал. Он даже так... Вот этот, как... Ну, видно, когда пуля выше идет, он... Ну, бывает. Хотя, интересно, так подошел четко. Перехитрил я их. Классно. Если здесь прошел, может, даже и шанса не было бы. Улетели. Ничего не поделаешь. 1-1. Идем дальше. Короче, ребят, они перелетели речку и... вообще в удобном месте сели. Там, короче, сейчас пойду к бурану. Без бурана поднимусь по дороге и к ним пойду. По лесу пойду. Вот так, недалеко улетели. Я их вижу там на повороте. Сейчас на горку поднимусь и если не улетят, вам на Panasonic поснимаю. Отсюда их не видно. Вон там за опушкой, оказывается. И к дороге они уже подлетели. В общем, умолкаю и дальше иду. Буран здесь стоит. Улетают.
Не попал. Промазал, даже не понял. Вот это выстрел, блин. Звук такой офигеть. Это черный патрон, что ли, он такой сногсшибательный. Фу. Вспотел, блядь. Так, ребят, выхожу на дорогу. Буран оставляю и иду пешком. Они так кормятся. Или туда уже далеко идти. Не, на буран где-то с километра на буране проеду. Фу, запарился, во-первых. Во-вторых, очки потеют невозможно. Птица начинает осторожничать. Каждая секунда дорога. А этот патрон, наверное, черный у меня. Да. Черным патроном сейчас бахну. Вообще ужасный патрон. Одним словом, 2-1 в пользу птицы. Сейчас даже не знаю, куда пуля прошла. Не знаю, ребят. Но промахнулся. Бывает, что поделаешь. Вот мои следы, ребят. Я буран там далеко оставил. Просто не хочу много шуметь так. Иду. Но я, видать, их потерял. Они улетели куда-то далеко. Кругом бураницы. Здесь изба. Не знаю, где они могут быть. Очередное поле. Да, я думаю, наверное, последнее на сегодня. Надоело ходить. Время уже не то. Они уже наелись. Давно уже на болото улетели. Прошлый раз вот тут еще стайка была. Бесполезно дальше ходить. Поздно уже. Поздно. Да, надо смириться и успокоиться, остановиться. Как бы, когда везет, везет, когда нет, так нет. Они уже спрятались, ребят. Остается только другую охоту как-нибудь организовать, другой день. Нет, я не увидел их. Я вот так смотрю, иду, включился. Следы лист тут. Волчьих следов я не увидел свежих. Хотя сейчас в села они приходили. Собаку дернули. Да, сейчас только на лунках охотиться. Конечно, искать их тоже надо. Куда улетели, хрен пойми. В тайгу залетают и просто теряешь их. Иду по своему следу. До бурана примерно на километр. Я уже возвращаюсь и дальше не пойду. Можно, конечно, до евроизбы еще сходить. Но время уже другой раз. В общем, пойду сейчас к бурану и поеду на первую избу. Там, наверное, я затоплю печку. Немножко подсохнуть мне надо. Оделся, конечно, сами видите, еле хожу. Там в снегоходе вот так местами проезжаешь. Потом, если легко одет, тоже холодно. А тепло оделся, жарко. Вот. Чай попьем, пообедаем. И буду думать, что дальше делать. Разрядился аккумулятор. Ну, в общем, насчет сегодняшней охоты, как видели, начало было очень красиво, все началось. Ну, а потом
сразу же за везением пошло невезение. Еще стрелял по косачам, но я не попадал. Первый выстрел 113 метров вообще идеально. С первого выстрела сразу упала птица. Второй подход тоже хороший был. Вообще идеальный подход. Но выстрел. Расстояние. Я, ребят, путаю расстояние между птицей. Я думал где-то метров 70 до меня, от меня птицы. Но думаю, она даже ближе они были. И явно пуля прошла выше. Ну и еще второй промах, это меня, наверное, чуть-чуть подвела патрон. Так как остатки один патрон еще был у меня черный такой. Ну, черная гильза, железная гильза. А сейчас у меня оптика пристрелена на латунную гильзу, вот эту желтую, желтый патрон. Это каждый патрон роль играет очень даже сильно. Я не буду говорить, что это 100% патрон виноват. Пускай даже не 100%, но все равно немножко патрон виноват. И конечно же, может я что-то неправильно сделал. Во-первых, может быть, расстояние не определил. Ну и во-вторых, может где-то и шатнул, дернул. Но не должно, я с упора стрелял. Не должно, все нормально было. Хотя условия зимней охоты нам, кто носит очки, вообще тяжело. Дается эта охота, очки потеют. Вообще, такая путаница. Ну вот все хорошо. А вот начнешь прицеливаться, ты начнешь спокойно дышать, и пар от рта вот так идет. И сразу такая пленка получается на очках. Все, ты слепой становишься. И, между прочим, знаете, что еще в минус в этих патронах? Ну, охотник 370, он высокоскоростной. С одной стороны хороший, с другой стороны очень громкий патрон, блин. Видели, один выстрел, все, птица улетает. Раньше я стрелял матчем, стандартом, охотник, юниор, всяк разными патронами, но эти высокоскоростные очень громкие. Шанс только один на выстрел дается. И попадаешь или нет. Делайте также выводы. Кто любит писать комментарии, что из мелкашки все подряд добываем. Сделайте выводы. Я показал вам реальность, как из мелкашки мы попадаем. Из 3 выстрелов 1 попадание, во-первых. Во-вторых, с гладкого вообще нет шанса подойти птице. Вообще. Нереально подойти. Птица осторожная и только с нарезными. Конечно же, скорее бы уже открыли охоту, разрешили охоту с карабина. Как бы, с одной стороны, тоже шансов у птиц меньше будет, и шанс у охотника больше будет. Как бы, если хорошо стреляешь, если руки не дрожат. Но и сразу скажу, тоже из карабина без промаха охоты нет. Вот, ну примерно рассказал сегодняшнюю охоту. Даже я немножко, как сказать, не немножко, а очень рад тому, что я хоть одну птицу добыл. Эта птица очень хитрая и осторожная, тяжело добывать. Я в прошлом году, наверное, одну тоже добывал. Одну тетерку нам добывал. В этом году вот косач. Я уже забываю вкус тетерки косача. Я в основном добываю глухарей и рябчиков. Вот. Ну так болтаю, ребят. Камера выключается. Немножко поснимал, вроде зарядка показывает.
зарядка есть, потом резко исчезает и выключается. Ну, от мороза что-то батарейки плохо работают. Короче, как буду на первой избе включусь. А сейчас я иду дальше пешком. Рябчиков сегодня вообще не видел. Ни взлетов, ничего. Ушли куда-то. Вот сейчас я иду, думаю, еще думаю, почему я делал промахи. И вот, скажем, выбираю дерево вот там. И вот я тоже выбрал вот это дерево. Думал, до этого дерева 80 метров. Вон оттуда, из-под горки, еще там далеко был. Думал, до сюда 80 метров. Посмотрел на дальномер 130. Как-то даже не верится, что до сюда 130. Начал считать шаги. 130 у меня, наверное, шагов получилось от меня 20. Но 150-160 шагов. Это, считай, еще вверх надо, угол. Капец. Я сегодня вот эти два промаха из-за недорасчета расстояния я промахнулся, ребят. Первый случается 100%. Вот не первый, а вот первый промах это 100%. Недорассчитал, а второй недорассчитал. И еще, во-вторых, там патрон не пристреленный, этот черный был. Это моя вина, ребят. Мои глаза, я не рассчитаю расстояние. Для мелкашки это очень большую роль играет. Дальномер вообще идеальная штука для охоты. Но если, вот скажем, ты прицеливаешься, цель там, хочешь узнать сколько метров, и где-то между целями там, если есть ветки, все, сразу он цепляет за эти ветки, и уже расстояние до веток, ну, не пробивает, скажем, до основного дерева. Очень чувствительный, каждую ветку он прям сразу измеряет до ветки там или до куда. О, и буран появился. Что-то иду, не видно его. Вон он стоит. Сейчас здесь развернусь и газку. Вот так. Так что следующая охота, если будет уже лучше, какой-то шанс найти, чтобы дальномером измерить расстояние и потом уже стрелять, если у вас хорошо пристрелено оружие. Так, ладно, здесь развернемся. Снега мало, хорошо, везде можно разворачиваться, не утонешь.